Девчонки, всем доброго времени суток, друзья. Пришла мне сегодня посылка с Василька. Заказала пледы я одинаковые. Ну, вот эти вот на диван. Ну, что-то я слишком маленький заказала, да и... Ну, пока пойдет. Так-то мне чехлы пошьют. Вот такие вот они. Маленького размера я заказала. Просто сейчас не так уж хорошо видно. Вот. Пока сюда постелить, чтобы одного цвета было. А так, просто я... никак не поеду туда. Я-то заказала, но мне нужно забрать уже готовые, да, под синий вот этот цвет. Вот, красивые такие чехлы. Именно под этот цвет я хочу, чтобы прям цвет был один и тот же. Далее. Софишка, ты показала Людечкам? Ты же одевай пижамки свои. Смотрите, я нам с Анжелой заказала носки женские. Твой стиль, по 6 штук. Они тут разные цвета есть. И розовые, разные цвета есть. А девочки, смотрите, Софишке пришла подушечка. Вот такая вот детская подушка пришла. И в подушечке был подарочек Софишке. Вот такая вот книжечка, раскраски. Вот так вот раскрасить тебе нужно. Знаешь? Да, раскрась, пожалуйста. Видишь, прислали. Такой маленький сюрпризик, но очень приятно. Софишка очень обрадовалась. Да? А еще, друзья, Софичке пришло 2 хорошие пижамки. Одна вот такая новогодняя, красивая. Вот. Названия, в принципе, нету. Новый год. Да, 122 размер. Это Софичка возьмет ее в садик, да? Колготочки сними. И еще одна пижамка пришла. Так, сейчас я покажу подушки, которые я заказала. Сейчас, секунда. Софиш, залазь на диванчик, покажи Людечкам пижамку. Покажи, давай, становись ножками на диванчик. Людечки, посмотрите, пожалуйста. Это первая пижамка, да, Софишкина? Смотрите, какая красивая. Здесь все есть. Зверята, зайчики, лисята, кнот, белочка. Тут все есть. Олень, сова, лисичка, сестричка. А я поняла, Софишка что, в образе? А еще знаете что, девочки? А Софишка сегодня получила много денег. Представляете? У нас, знаете, что получилось? Мы сейчас ехали домой. У нас дело в том, что нужно было переделать мне детские пособия. Вот, потому что раньше у нас мой супруг, он не числился. Он просто так работал. А теперь он официально числится, он официально работает. Вот, то нам нужно было документы переделать на детское пособие. Нужно, чтобы обои родители работали, их доход чтобы был. Из-за этого временно мне приостановили детские. Сейчас полностью данные его зарплате, все это уже зафиксировано. И поэтому, но нам не могли, никак я не могла, то имя неправильно написали. Там, в общем, долго-долго это длилось. И сегодня Софишка получила почти там без копеек 70 тысяч. Так что Софишка сегодня командует парадом, да? Это ж твои денежки, да? Ты же должна... Ты что на них купишь, скажи, на свои денежки? Я на себе куплю куртку, шапку и много сладостей. Вот. А вот Софишкина подушечка, девочки. Посмотрите, вот пришла Софишка, ложись на подушечку. Как ты будешь лежать на подушечке? Ложись. Детская подушечка хорошая, да? Только она немножко неудобная. Неудобная? Немножко. Нет, она же такая должна быть, Софиш. Толстая не должна быть, чтобы у тебя шейка была. Это специально для деток создана подушка, чтобы ровненькая была, да? Ну давай, ты пока покажи вот эту пижамку, Ляг. Одень пока эту. Софиш, одень эту пижамку пока. А мама пока покажет подушечки, ладно? Да, тут даже Софишке прислали этот подарок, раскраски. Давай, одевайся. Так, и девочки, пришли наконец-то мне 2 подушки. Это одну супругу заказывала, но он у нас в основном в рейсе, чтобы это, хорошая ортопедическая подушка. Но она что-то дорогая, хлопок 100%, что-то 3 с чем-то. Я сейчас точно посмотрю, не помню. И себе я тоже заказала. В следующий раз, у нас дома есть 2 ортопедические. В следующий раз Анжелике закажем. Хотя у нас есть, но все равно. Вот такие вот хорошие подушки, посмотрите. Сейчас я достану. Вот тут усиленная поддержка шейного отдела позвоночника.
Вот мягкий дышащий материал, эффект памяти, гипоаллергенно и безопасно. Вот, обеспечивает здоровый и комфортный сон. Вот такая вот подушка. Сейчас достану я и покажу как можно поближе. Получше. Девочки, посмотрите, а это Софичкина другая пижамка. Эту мы в садик, да, возьмем, Софиш? Снеговики, Дед Мороз, да, Софиш? Девочки, вот такая вот подушка пришла супругу моему. Я беспокоюсь о том, чтобы его сон был хороший. Он и так бедный, не вылазит из этого руля. Приехал вот вчера, завтра позвонили, завтра опять нужно уезжать. Нужно было сегодня уезжать, то что Висхан приехал дома, он отпросился у брата двоюродного. И погоди, Анжел. И, Анжел, покажи-ка наволочку. И в пакетике была наволочка, кажется. Я думала, здесь наволочки не будет, потому что... Открой, Анжел. Покажем качество, давай. Девочки, тут качество вообще просто супер. Ну, сейчас она... Сейчас я закрою. Я сейчас посмотрю, там она что-то 3000 с чем-то стоит. И вот такая вот наволочка, Анжел, покажи наволочку. Под цвет дивана. Под цвет дивана наволочка, представьте, девочки. Мам, на замочке. Фломастеры. Купим обязательно, все купим. Софиш, ты немножко встань сюда, пока садись на эту сторону. Мы же покажем людичкам. Эту подушку Анжела просит себе оставить. Ладно, я себе тогда другую закажу. Давай, Анжела, покажи свою подушечку. Тоже очень хорошая. Ты достала, да, ее из чехла? Тут тоже, да, открывается? Да, да. Ну, как на всех. Просто, знаешь, Анжела, нужно одевать на нее все равно наволочку сверху. Тут с собой нету. А ты смотрела вообще-то? Ничего нету. Там было, в папином комплекте было что-то внутри. Может, и там что-то есть? Ты не смотри. Нету, да? Ну, ничего, можно простую одеть. Простую наволочку. Закрывай. Ну, качество классное. Это вообще нет слов. Да, закрывай. Угу. Это дарю тебе. У Софишки какая пижамка. Аж две красивые. Да, Софиш? Капитально. Вот смотрите. Одна подушечка пришла. Вторая это супругу и Анжела себе вот. Анжел, а посмотри, какие носочки хорошие. Подай носочки. Это нам с тобой. Они прям, знаешь, такие теплые. Да. Женские носочки. Это нам с тобой заказать. Достань их, просто показать цвета. Иншилю. Уже холодно стало. Уже уборку делать. Вот так вот, да. Угу. Мини-марки, такие тепленькие, прям хорошие вообще. Качество видно очень хорошее, девочки. Вот. Так, ну сейчас быстро пройдемся по ценам. И все, в принципе. В этот раз такая дорогая посылка пришла, но все нужно. Буду сейчас заказывать сегодня же одеяло. Хорошего качества закажу одеяло хорошее. В общем, пробежим по ценам. Смотрите. Покрывало плюш. Это, ну, вот эти покрывала, что я заказала, их 3 штуки. На 1160,83 вот эти вот. Вот эти вот покрывала. Вот они, да? Дальше. Носки женские на 390 рублей. Вот подушка. Это для него. Она одна штука 3249 рублей. Подушка для нее 2542. Моя дешевле, чем ваша, Анжелика. Дальше. Подушка детская, верблюжий пух, 600 рублей. Пижама Софишки светленькая, 728 рублей. Пижама снеговик, 672 рубля. Ну, в общем, на 10 900, ну, на 11 тысяч, считаю, это все. Но я считаю... Главное, вот он тоже в рейс ездит, все время за рулем, и шея болит, и спина. Вот это вот хороший сон. Специально такую подушку, чтобы хорошо можно было отдыхать. Ну, в общем, все вот так вот. Цены я вам сказала, Софишка. Ты довольна вещами? Тебе нравится? Мне больше Это нравится больше, да? Ну, так, может, тебе тоже такую заказать? Почему это, София? Розовая, ты же любишь розовую. Ладно, розовая. Ага, Но чё только ладно, это чтобы моя. была такая большая. Еще в этот раз 2 розовые закажу себе и ей. Та прям что-то тоненькая, та прям для таких деток совсем, мне кажется, новорожденных. Все, ладно, девочки, ссылочки на Василек я все оставлю в описании, и у них там все есть. Они в Одноклассниках, и в ВК они есть, Телеграм, Инстаграм и электронная почта. Ссылочки все будут
в начале комментарии в закреплении. Но качество очень хорошее, девочки. Я прям советую. Очень идеальное качество. Тут вообще просто, я не знаю, вот это вот действительно будет отдых капитальный. Василек, будем заказывать сегодня новый товар. Все, всем пока. Друзья, всем доброго суток. Сегодня приехал Висхан. Но мы, как всегда, не нарушая традиции, едем отдыхать семейно. В принципе, далеко ехать. Были места, в которых еще ни разу не были, но день короткий, далеко ехать смысл. Висхан, смотри, ты поздорова с Лидочками? Ну-ка, что нужно сказать? Всем привет. Повернись же, нормально скажи. Всем привет. В общем, все проголосовали за то, что ехать в Махтаты. Я тоже могу. Хочешь, да? Бекан раньше сильно катал. На качельке, Я да? хочу, чтобы и сейчас он так сделал. Покатал, да? Мам, я сегодня хочу в багажнике сидеть. Что? Я на твоей ручке сяду. М? Мам, я правда хочу возле окошки смотреть. Висхан, арцовки. Ага, может, солнце есть. Висхан! Порвала всех. Арбал всех! Мы уже уезжаем, мы уже школу открываем.
О, машалла, махаздо. Как красиво. А, кус хамакачи, но к чему обещал Масара? А? Сон капюшон Джимью. Не надо одевать капюшон. Жемятся, опусти немножко штаники просто. Ты же ехала в машине, просто внизу хочу опустить, не ляг. А цветы никогда не трогай. Ага, да. Там пауки. Все. Я снимаю. Я говорю, друзья, у меня мы, ну, дома, вообще, когда какие-то съемки идут, там, да, ну, мне же приходится говорить по-русски, потому что, ну, не все же зрители у меня чеченцы, да. Ну, у меня супруг, он полностью запрещает нам в семье говорить по-русски, вообще, запрещает, все время ругает нас, нохчимот. Ну, чеченский язык, если мы начинаем, да. Ну, вот Софишка у нас, она говорит, потому что, ну, она и мультики смотрит, и в садике детям говорят, да, вот в основном. Но у нас тут в Чечне и старики, да и не старики, многие очень сильно недовольны, что вот молодежь, что говорят многие на русском, что свой язык так как бы, ну, может забыться, потеряться, что главное, главное, не мод, ну, язык, да, если ты чеченец, говори на чеченском языке. Как мне говорил свекор мой, далге, что я киса, он был очень здравомыслящий человек. Он мне, благодаря ему, наверное, я вот так вот научилась говорить. Он мне вообще, он просто, иногда я плакала, друзья, но я сегодня очень сильно благодарна, иначе бы я не знала. Вот Аллах, он говорит, что он меня так ругал за это. Только я начинаю, он говорит, киса, нохчимот, чеченский язык. По-русски будешь говорить, когда туда поедешь, в Ростовскую область к своим. Я ему говорила, да, я говорю, пап, я говорю, сун мацаха, я говорю, не могу правильно говорить. Хумадац, он говорит, научишься, на ошибках учатся. Если у тебя будут ошибки, мы будем тебя поправлять, так ты быстрее научишься. Ну вот, когда мы приезжаем сюда, мне вообще или где-то, ну, не то, что съемка идет, вообще, когда мы приезжаем, здесь же везде Чечня, чеченцы, у меня супруг очень сильно ругает нас, что по-русски мы вообще не разговаривали, только по-чеченски, чеченский. Софишке тоже он говорит по-чеченски, она уже иногда по-чеченски, иногда по-русски отвечает, но он с ней говорит только на чеченском. Вот, и сейчас тоже приехали сюда, люди ходят везде, он сразу, нохчимот. Я говорю, ну мне снять-то хоть можно на русском, говорю, меня же люди не поймут, говорю, как я буду говорить. Ну, в общем, человек хочет, чтобы говорили мы только на чеченском языке, вся наша семья. Я почему про это стала говорить, мы не успели выйти с машины, он сразу говорит, нохчимот. Исханчик приехал. Гости. Мы сейчас идем. Софишку уже катают на качели. Он вообще мне говорил, веди свои ролики на чеченском. Я говорю, здравствуй, а другие люди. Это какое неуважение к другим людям. Они-то не понимают, говорю. Они разве будут смотреть, если не понимают, что я говорю? Береза. Машалла, как красиво здесь. Бусхан, а рост Мелио? Ты точно знаешь свой рост? У тебя с Анжелой сколько разница, мне интересно? 1,72. 187. 187, а ты 1,72 м? Да, где-то так. Ну да. Он var. Мне просто интересно, сколько. Ты еще, знаешь, ты еще имеешь свойство немножко горбить. Если ты еще ровно стал, мне кажется, у тебя вообще другой рост. Ja, Ты, samma är мне кажется, иногда ты стесняешься своего роста. Just samma olja också. Just.
Ya iş çalıyor. Sonra. А, Юдилода? Ben yok. Мы с Тамарой ходим парой. Ben Равня. И на Анжела иногда, говорю, Мака ругала Анжела, говорит, Анжела, такое впечатление, что ты стесняешься своего роста. Ну сейчас нормально ты идешь ровно. Молодец, выход. Друзья, вот посмотрите, елочки, да? Нет, это не елочки. Это что такое, интересно, кто знает? Какие-то здесь ягоды. Котик. Кс-кс-кс-кс-кс. Она писал. Кс-кс-кс-кс-кс. Ой, сколько вас тут. Ай, какие масенькие, холесенькие. Писал. Писал по-чеченски это кошечка. И не кс-кс-кс зовут, а так пис-пис-пис-пис. Потому что писоу это кошечка по-чеченски. Вон еще одна идет. Хадвал, 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 хадвал. Пис-пис-пис-пис. Будем идти назад, вынесем что-нибудь покушать им. Сейчас закажем что-нибудь мясного, чтобы было им вынести. Да? Кошечки хорошие. Мне так жалко кошечек. Мяу. Сейчас я вынесу покушать. Сейчас. Сейчас вынесем. А, у них тут и домики есть. Водичка. Поставили им. Машаллах, как красиво. Друзья, мы уже с вами здесь были. Но знаете, это очень близко с нами. Нам сюда ехать минут 15. Поэтому, чтобы сейчас день короткий, чтобы на это время не тратить, как бы, да, мы приезжаем сюда. Там еще сзади есть этот... как его? Добрый день. Софишка все катается. Hansından götürürsən? Hansından götürürsən? Götürmez, qaqalar yoxdur ki, var 4 nəfər, var sayısı. O götürürsən, zakaz edəcək. O hissi. Облепиховый чай. Дуй куда? Да. Машаллах, как красиво. Смотри, что люстры интересные вон. Ну, с природой ничто не сравнится. Ничто. Это моя была идея приехать. Никто не хотел. Не, я хотела, потому что мне просто хочется что-то людям разное показать. Просто это рядом, я объяснила, это минут 15 езды, нам просто удобно очень. День короткий, у Висхана всего сутки, хочется же как-то... А там, куда иду? Да, жду. Чеченская гитара, Пондер Олчинов, башня. Да, девочки, здесь очень красиво, очень. Диана тоже снимает видео с Украины, блогер, может, кто смотрит ее. У нее тоже очень красивые съемки. Они уехали в Западную Украину. Там так красиво, тоже природа очень красивая, мне нравится. Мне вообще нравится ее влог очень. Аккуратная, чистоплотная девушка и красиво снимает. Там природа вообще очень красивая. Очень.
Ой, Анжел. Цезарь, я хочу сама. Мне тоже чайку облепиховала. Кстати, сегодня приедем, нужно купить. Все такое чистое, все там не натертое. Ну, что я нагло. Да наш, можешь. Не понял, да, кстати, Баба нагло. Хочу чего-то. Да как-то. Nasıl? Ay, armut, o lütfen. İş sen onu sadece ne yapayım bir свет. Хейтер mi bas? Döner bas. İş savaysa düğüç bas. İş sen yukarı садится, ne yapayım быть вообще от вошенца, а мне алдеш хле. Институция, например. Рабахана любой дождь, алак сразу сюда ца история. Чао мариш маяци. Evet. Так, давайте просмотрим, что мы будем заказывать. Салаты. Из салатов. Я хочу семгу с овощами. Или стейк. Да, антрикот говяжий. Или это, или семга. А ты, Анжел? На, ты горячий, да? Он, да? Овощи на мангале. Национальная кухня. Жижи галныша. Галныш с сушеным мясом. Котом галныш, чайпалгаш, хингал, сискал, берам, манты. Садж можно было говяжий или куриный. Покажи, не заказывай, как всегда, твой свой любимый супчик. Или вот это я хочу что-то. Ну, я что-то хочу рыбное, знаешь, или стейк. Риба или миньон стейк. Говяжья трубочка. Баранина не хочу. Говядина не люля не хочу. Дана люля не хочу. Куриный не хочу. Ну, вот я бы поела миньон стейк. Или же семга с овощами на пару. Ажа, язык. Что ты хочешь? Только не вот эти, не пиццы и так далее. Овощи на мангале, я бы грибочки покушала. Грибная, это пицца не хочу. Салат Цезарь. Цезарь с креветкой только, ладно? Да, только 2 салата. Угу.
Все, девочки, уже вечер, можно сказать. Быстро так день проходит. Мы поужинали. А здесь летом столики бывают стоят. Можно тут и свадьбу делать. Все что угодно. Веселиться можно. Машалла, как красиво. Золотая осень. Вон там мы сидели. За 4-м столиком, по-моему. Вот из такого камня тоже, да, постройки симпатичные, как-то так необычно, оригинально, красиво. Софишка уже на качелях. Вот такая мне нравится тоже. Не плитка, это камень. Его и фундамент украшают. И даже на стены дома кладут. И у них разные расцветки бывают. У меня как-то был вариант во дворе такую сделать. Машалла, я не знаю, какая шикарная Чеченская республика. Это просто, я не знаю, ну, просто. У меня нет слов. Смотрите, какие горы красивые. Чистота везде. Как в это не влюбиться? Ну как в это не влюбиться? Разве это возможно? О, орел. Лев. Куртка моя, цас. Фиолетовые куртки с капюшоном. Цун. А вон этот медицинский центр. Помните, я ездила туда к одной своей подписчице, тоже она у меня заказ, комплекты покупала. Из Дагестана женщина такая хорошая. По-моему, она с Кизилюрта, я не помню откуда, но хорошая женщина очень. Машалла, как красиво.